Друзья, перед нами Аманджоев Эрнар, тоже чемпион мира. Сколькократный? Один раз. Один раз мир брал, Европу брал, многократный чемпион, короче, Вот. По тайскому боксу, да? И по ММА тоже у тебя хороший шардок. Друзья, вот Эрнар вам расскажет тоже нюансы, минусы, плюсы. Расскажи, как ты сюда приехал, из чего все началось. Прилетели сюда сначала в Бангкок. Я, получается, прилетел на чемпионат мира со сборной командой, получается. И провел там 3 боя по мужикам среди профессионалов. Выиграл 3 боя. И из них два досрочных. И один такой тяжелый бой был. И прилетел в Пхукет с братьями, с командой. Короче, из-за обстоятельств мы, переменили место. Че, Эрнар, рассказывай давай дальше. Насколько ты оценивал профессиональные бои и как ты вообще думал? И когда ты проводил профессиональные бои, отличается от любительского или как вот друзьям нашим, кто следит за нами, кто наши спортсмены следят, смотрят за нами, объясни им, донеси, какие ошибки, чтобы не делали, и вообще по опыту, чтобы все было. Да. Любительские бои очень сильно отличаются от профессиональных боев. Это, во-первых, по любителям ты дерешься протектора, шлем, налокотник и так далее. А в профессиональном бою ты дерешься только в перчатках. В перчатках все. Я оцениваю тренировки средние. Нельзя это что. Первый бой вышел, думал только головой. В ментальном плане, да. То, что спешить, торопиться, это не стоит, да, в любителях. И даже профессиональном. В голове было одно: выйти и разорвать его. Первый бой прошел с травмой. Второй, получается, я получил травму. У меня нога опухла. Нога и рука. После второго боя ты восстанавливался 2 дня где-то, да, наверное? Да, примерно. После травмы? После травмы, получается, 1 день. Промежуток был 1 день. На следующий день веса. И в этот же день ты дерешься. Каждый день так были веса. И финальный бой вышел. Бисмилля сказал. И воля Аллаха выиграл. От профессионального отличается любительский, сказать как, вода и земля, да? Вода сказать. Ответь нашим хейтерам, то, что кто-то говорит, то, что типа мы там бьем каких-то мешков или что-то еще. Расскажи чуть-чуть немного о соперниках. Я хочу сказать этим хейтерам, если у вас дух есть, прям в ринг выйди, просто скажи что-нибудь, или мне что-то скажи, когда что-то... Не, чисто есть же, расскажи о соперниках, какие здесь вообще соперники попадаются. Соперники тут очень сильные. Это... Непростые, правильно? Непростые, это... там не подставные, там никто голову не будет ставить свою за деньги даже, допустим. Попробуйте, выйдите, хотя бы там тейпы намотайте хейтеру. Или там в ринг выйдите на минуточку. Кураж почувствуйте, да? Да, почувствуйте это дело. А потом что-то говорите, правильно? Потом, да. Были моменты, там мы выходим, что-то не так себя ведем, но мы вроде бы ведем себя нормально, да? Достойно. Мы достойно, я думаю, мы достойно себя ведем. Да, хейтеры многие нам говорят, то, что мы там кричим, что-то еще, там это. Кричим. Я думаю, это... Вот то, что ты в Казахстане там бой провел, ты там кричал, там что-то это. И они начали, хейтеры нам хейтить начали, типа, вот он кричит. Но я эти комментарии поудалял. Вот. Это же на эмоциях все. И правильно? Конечно, эмоции. На эмоции, настрой к бою.
бою получается. Let's Такое. bringing the swimming suit, okay? И не знаю, хейтеры что хотят. Они будут хейтить, и были хейтеры, и будут, да? Они на диване лежат сейчас и смотрят это. Да. Поэтому Так, что нашим молодым скажешь, манасовским, Эрнар? тренируйтесь, пацаны. Свое время не упускайте. Вроде сейчас там 10 лет. Через годик уже тебе 20 лет. Время быстро летит. И не надо упускать шансы. Там, туда пойду, сюда пойду. Как Хабиб говорил, на одном стульчике не усидишь. Да? Так что либо одно, либо другое. Вот так вот. Что еще хочу добавить? Эрнар, расскажи нам, нашим друзьям, кто следит за нами, дальнейшие твои именно планы, наши планы, какие нам услуги вообще давали, какие возможности нам давали. Вот. Чисто пару слов. Возможностей много. И нам предлагали One Championship. Я думаю, все знают, это очень большая лига. И сюда приезжают некоторые пацаны, заряженные, выходят на, допустим, дебют. Ну, они заряженные, а на каждого заряженного найдется еще заряженные пацаны. И не тянут, да? Просто надо как-то за этим уследить и не торопиться. Я так думаю. А так в целом потихоньку и своей мечте моем дусе. Потихоньку. Тебя вам предлагали, да, бой? One предлагали, не раз предлагали. И когда Мирса скоро контракт выйдет, One. И будем рвать. Как гонорар, какие у тебя там были? Ване предлагали когда? На замену или как там звали? На замену предлагали 5+5. Соперник был очень хороший. Прям, зверь, да, был. Но, как говорится, у нас дух очень сильный. У нас заднего нету. А так, мы не торопимся, мы молодые. Иншаллах, свое заберем, да? Так. Эрнар, какой ты дашь совет нашим кыргызским кадетам, которые там в Кыргызстане? Советы тренироваться, выступать побольше, почаще. На любые соревнования, там, допустим, республика, любительские соревнования, международные турниры, на каждый надо выступать. Для кадетов самое важное это обкатка, чтобы в дальнейшем перейти в профи. И... Короче, время свое попусту не тратить, правильно? Да. Время не теряйте, пацаны. Время быстро летит. И хочу сказать вам, пацаны, только газ заднего, чтобы не было у вас, пацаны. Я сам, да, с вот такого возраста пришел к этому. И сейчас, альхамдулилля, получается. И расскажи этот шердок свой по ММА и по тайскому боксу, по стойке. У меня по тайскому боксу 7-1 по профи. Только по профи. А по ММА 1-0. Машаллах. Тренируйтесь, пацаны. И успех по-любому будет. Так что мы тоже хотим увидеть своих братишек, наших братишек. Иншаллах, только вперед. Чтобы на нашем уровне здесь тоже, да, двигались, чтобы Да, здесь иншаллах, профессиональные даже бои если не провели. на нашем уровне, выше даже. Да. Че, Кыргызстан алга, иншаллах, да? Кыргызстан алга. Ты там знаменитый стал, ты знаешь, в этом ютубе. Многие уже там спрашивают, что за пацан, там туда-сюда, короче. Красавчик там, да? Колдоо атат бизди. Да, биз жакшы колдоо атат. Что нашим землякам тоже скажешь? Кыргыз элим, да. Кыргыз элим. Колдоп койгула, да? От души. Все.